Здесь, в рабочей полутьме, Кармен выглядит иначе. Слышно тяжелое дыхание артистов после сложных сцен. Дирижер прерывает оркестр ради важных правок. Нервы напряжены до предела. Именно в этом черновом хаосе рождается то, что зритель позже назовет театральной магией. Совсем скоро зал погрузится в солнечную, искрящуюся атмосферу Севильи и роковых страстей, раскрыть которые артистам помогла режиссер спектакля. Мы хотим донести самую главную идею этой оперы, рассказать эту историю, рассказать историю любви, рассказать историю ревности, рассказать историю мести, светлого чувства, зависти и так далее. То есть все, как и в любом мировом произведении искусства, строится на человеческих взаимоотношениях. Несмотря на то, что эта опера будет в формате semi-stage, да, это такая полуконцертная версия, я думаю, что нам все равно удастся передать все те эмоции, которые мы закладывали. Выбор этого произведения не случайен. В прошлом году шедевру Жоржа Бизе исполнилось 150 лет. Как отмечает художественный руководитель фестиваля Саид Габечи, это одна из самых исполняемых опер в мире, и представить ее на абхазской сцене было его давней мечтой. В пятилетие фестиваля мы ставили оперу «Богема» Джакомо Пуччини, после исполнялся «Дон Паскуале» Гайтано Доницетти, и вот в этом году опера «Кармен». Все оперы у нас сюда проходят в русском театре. Я очень благодарен руководству театра Ираклию Эдуардовичу Хинтба за то, что он предоставляет этот потрясающий театр для проведения этого мероприятия. Это, наверное, единственная площадка, которая готова снабдить нас всем необходимым для этого масштабного действия. Главная героиня Кармен – сильная, стихийная женщина, ломающая шаблоны своего времени. Исполнительница ее роли Светлане Кашериной – это темперамент близок. А настроиться на нужный лад помогает сама Абхазия. Жаркое солнце напоминает Испанию, и артистке впервые не приходится искусственно разогревать себя перед выходом на сцену. Атмосфера юга делает это сама. Она просто очень страстная, любящая, и она смелая, и всегда старается свои чувства по максимуму как-то в жизнь воплотить. Вот. И поэтому, собственно, она вне системы, когда человек идет против, да, когда он, такой говорят, часто и такие люди сгорают, не всегда это какое-то убийство. Мы знаем каких-нибудь там великих людей, которые, допустим, живут на полную катушку, почему-то они рано умирают. Мне кажется, здесь вот какая-то есть вот для меня лично взаимосвязь, что так с ней случилось. Каждый артист привносит в образ частичку себя. В этом и заключается профессионализм. Понять суть персонажа, пропустить его через себя и сыграть так, чтобы зритель поверил безоговорочно. Для абхазских вокалистов, привыкших к более статичным выступлениям, эта постановка стала вызовом. Здесь поет не только голос, но и вся пластика. Освоить сложную динамичную роль местным артистам помогли приглашенные профессионалы. Конечно, здесь все большие профессионалы, все люди, у которых уже есть опыт немалый такой работы, и поэтому это, конечно, очень интересно, очень здорово. Мы все тут уже, все, кто был незнаком, все уже подружились, и все поддерживаем друг друга, и думаю, что все будет замечательно. Что касается ее персонажа, Микаэлы, то я, конечно, она мне не близка. Абсолютно я не поддерживаю такое поведение. Как безрассудное, можно сказать. Любовь, наверное, так знает. Необыкновенная отзывчивость и гостеприимство абхазов видна и в музыкальном смысле. Они готовы на все новое, отмечает дирижер спектакля. Когда у певцов горят глаза, а самоотдача максимальна, это зажигает и оркестр. Тональность этой оперы, скорее всего, это неуправляемое, безумное, безответственное чувство любви. Это любовь, но она с горечью, она со смертью и с очень невероятными, быстрыми, необдуманными поступками. Такое случается и в жизни, но в опере мы все смотрим как бы через витражное стекло, все утрированное, все через лупу. Поэтому эмоции находятся на самом пике своего развития, и мы надеемся, что публика оценит, примет эти эмоции, уйдет заряженной, и на эти 3 часа, пока идет спектакль, мы все немножко поднимемся над теми ежедневными проблемами, тем бытом, который нас окружает, и приблизимся к чему-то высокому. Мы постараемся поцарапать струны души.
Рядом со взрослыми на сцене работают и юные артисты. Для детей это первый серьезный актерский опыт в опере, но под руководством режиссера они быстро раскрыли свои таланты. 9-летняя Ксения без стеснения делится своими эмоциями. В спектакле она играет сразу две роли – мальчишку из уличного хора и цыганскую девочку. Я всегда стараюсь приходить вовремя на репетиции, потому что если ты не пришел, я считаю, что ты пропустил полспектакля. Сам артист должен понимать, что от него и от его коллектива зависит, как они выступят. Опера наполнена страстью, любовью, и я хочу выразить огромную благодарность организаторам и, конечно же, нашему режиссеру, который сделал это все дело. Более 100 человек на сцене, живой оркестр, яркие костюмы и бессмертная французская классика. Все это ждет зрителей 16 июля на сцене Русского драматического театра. Ирина Богателя, Ахрамичпа, Абхазское телевидение.